Утро 14 августа по традиции началось с возложения цветов к мемориалу славы, где похоронены защитники Отечества. Отдать дань памяти погибшим пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварчия, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, а также посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боцеев. С волнением и болью в душе к подножью мемориала возлагают цветы ветераны и матери погибших. Пожалуй, нет ни одной семьи в Абхазии, которой бы не коснулась трагедия войны. Наряду с мужчинами на фронт шли совсем юные ребята и девушки. В этот день тяжелее всего матерям погибших, чьи дети так и не вернулись с поля боя. Когда я услышала, что мой сын погиб 16 августа, я все бросила, приехала в Сухум оккупированный. Я обошла все больницы в надежде его найти. Но когда республиканскую больницу я обошла, и когда я уже выходила, медсестра спустилась, подождите, говорит, здесь у нас морг, и в морге очень много ребят. А рядом, говорит, вырыли котлован и всех их сюда, там всех их сбросят. Но у меня столько было сил, смелости. Я сразу зашла в морг. Я своего сына увидела сразу. Тимур Хонели, Тимурчик мой золотой, он был на 2-м курсе. А моего сына не разрешили грузины хоронить. Он абхазец, он недостойный. Но я сумела и похоронить, и мы вместе с мужем на 2-й день приехали в Гудауту. Там организовывался батальон «Шаратын». Мы туда вписались, мы с этим батальоном прошли всю войну. Война началась неожиданно, в самый разгар курортного сезона. Утром 14 августа была объявлена боевая тревога. Личный состав взвода с легким вооружением выдвинулся в район Красного моста. Уже на 2-й день грузинской агрессии в Абхазию стали прибывать добровольцы из Северного Кавказа, Юга России, представители абхазской зарубежной диаспоры. Кабардинец Тимур Шарданов приехал на войну вслед за родным братом. Я поехал за братом, как будто бы привезти его обратно. И остался с ним там. Вот так получилось, что мы с ним улетели в Меркулу. Там он погиб, и я его привез уже матери гроб только. Самым тяжелым был период, когда мы в Меркулах были. Тогда вот видишь, что народ Абхазии, им кушать нечего, и дают последнее, что у них есть дома, нам, добровольцам. Вот это самое трудное, видеть, что люди страдают. Во время войны плечом к плечу с солдатами стояли и медики. Спасать жизни бойцов – ежедневная фронтовая работа. Днем и ночью, при любой погоде, под обстрелами, бомбежками, укрываясь от снайперов. Даже спустя много лет военные медики делятся именно такими воспоминаниями. Я и Авицба, девочка, которая еще со мной служила в внутренних войсках, вдвоем на скорой помощи выехали. И вот на 14-й школе мы приехали, уже там стреляли, там начали наших ребят убивать. Еще страшно больно было мне Ануархо, на Восточном фронте, Меркула, где моя подружка в плен попала. Мне очень, ну как бы сказать, на мой возраст я пережила очень много вот таких трагических дней. И мне еще в гвардии со мной служил Адли Байдисей, мой брат, который погиб в марте, двоюродный брат Бориса Инапшба. Памятные мероприятия продолжились в Эшере. Люди приехали сюда со всех концов республики, чтобы возложить цветы к мемориалу первого президента Владислава Ардзинба. В судьбоносное для страны время именно под его руководством, благодаря его воле и мудрости, народ Абхазии сумел одержать победу. В числе тех, кто пришел сегодня почтить память Владислава Ардзинба, немало добровольцев. Собрал то, что нужно было, попрощался с родителями, поехал через горы, переехал сюда, помогал братскому народу. В принципе, я думаю, что это должен быть долг каждого. Сегодня вот день памяти и погибших, и начало войны. Немножко печально, но с другой стороны хочется увидеть своих боевых товарищей, которые остались в живых,
и почтить память, которые погибли. Война с Грузией продолжалась чуть больше года. 413 страшных кровопролитных дней. После победы Абхазию ждали международная изоляция, экономическая блокада. Однако, несмотря ни на что, мы выстояли и дождались признания независимости нашей Родины. Эсма Гуланзе, Тамас Чиковани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.